Бурлундун Йортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня День науки, поэтому я хочу поздравить всех, кто связан с научной деятельностью, с праздником, потому что на самом деле люди, посвятившие себя науке, это особенные люди. Кроме того, что это, конечно, талантливые люди, это люди первооткрыватели, это люди очень большого упорства и огромного труда, потому что не зря есть такое понятие «грызть гранит науки». Действительно, для того, чтобы прийти к открытию, для того, чтобы просто прийти к какому-то, может быть, даже небольшому противоречию с тем, что устоялось десятками лет, сотнями лет, нужно иметь огромное упорство и огромный талант. Талант первооткрывателя, талант человека, который действительно не идет по общему понятию, по общим пониманиям, по общим законам, а увидев в чем-то несоответствие, научное несоответствие, открывает совершенно до этого неизведанное понимание того или иного процесса. Я хочу, поздравляя всех, кто связан с наукой, я хочу сказать, что вообще Россия – это огромный клад научных умов, научных талантов в мировой науке. Но и Республика Коми – это тоже очень большое весомое вложение научных открытий и научных имен в российской науке. Коми научный центр, это вообще нам очень сильно повезло, уважаемые жители, что Коми научный центр есть в республике, и он дает вот свои плоды, свои таланты, свои научные открытия и свершения. Поэтому всем ученым, всем преподавателям, всем студентам, которые будущее нашей науки, конечно же, каждому своей очень увлекательной научной жизни, новых открытий, свершений. И самое главное, вот чтобы эта звезда научного открытия, таланта научного всегда сопутствовала вам и шла вместе с вами. Ну и, конечно же, здоровья и обязательно семейного благополучия, потому что ученого нужно согревать, нужно кормить хорошо, нужно любить, поэтому ученый – это тоже человек. Поздравляю всех наших ученых и тех, кто посвятил себя науке, с нашим праздником. Ну и сегодня у меня по эпид-ситуации достаточно большое будет сообщение, не потому что цифр много, это тоже так, потому что мы снова начали очень сильно прибавлять в заболевших. Мы сегодня за сутки заболело у нас 1645 человек, вчера это было 1488 человек. И, конечно, города, муниципалитеты практически все задействованы сегодня в борьбе с ковидом. По коечному фонду, да, вот я снова хочу сказать по цифре, да, вот я сказал, что сегодня заболевших 1645, из них 119 человек вакцинированных, но практически 90%, более 90 человек, это те, кто из вакцинированных, это переносят заболевание легко, амбулаторно. И только 30 человек госпитализированы в связи с тем, что, как правило, это возрастные все-таки люди и уже с большим количеством хронических заболеваний. Теперь по коечному фонду. Мы, конечно, на грани того, чтобы снова дополнительно разворачивать койки, потому что по развернутым у нас 1957 коек, а по занятым 1725. То есть вчера у нас было занято 1528. Вот, уважаемые жители республики, вы видите, что мы просто за сутки практически переросли на 200 коек. То есть это очень большая нагрузка на вообще медицинскую службу и на госпитальную ее составляющую в том числе. И вот такую колоссальную нагрузку, которую сегодня несет наша медицина, конечно, нужно очень
относиться к этому с пониманием и уважать врачей, средний медперсонал, потому что работу, которую они сегодня делают, она просто героическая, колоссальная. Что я имею в виду? У нас началось манкирование. То есть манкирование – это когда человек, вызывая врача, заболевание или там симптоматику усиливает от того, что есть. Тем самым, вызывая скорую помощь, говоря о том, что очень высокая температура, свыше 39, одышка, то есть вся симптоматика, когда действительно угрожающая жизни человека. Бригада приезжает, не находит ничего, находит температуру 37,5, на что говорит человек, что она спала. И, конечно, никаких следов одышки, никаких следов легочной недостаточности. Просто потом человек сознается, что он из поликлиники врача ждал, посчитал, что долго уже врача нет, и поэтому решил вызвать скорую, зная, на какую симптоматику скорая приедет. Уважаемые жители республики, мы сделали анализ, 10% сегодня вызовов скорой за последние сутки были только по тому соответствию, когда скорая должна была поехать. 90% вызовов – это вызова, по которым скорой не нужно было приезжать. Соответственно, мы просто отвлекли бригады от действительно тяжелых случаев. Я снова и снова прошу относиться к работе медицинской, особенно скорой медицинской помощи, и вообще врачебного и медицинского сообщества с уважением. Еще раз напоминаю, что скорая помощь необходимо вызывать при температуре свыше 39 градусов, которая не поддается снижению жаропонижающих средств. Второе. Это, конечно же, появляющаяся симптоматика дыхательной недостаточности. Это одышка. Если есть пульсоксиметр, вы видите, что снижение кислорода в крови, насыщение кислорода ниже 94%. И общее просто тогда, когда вы видите, что действительно уже ситуация выходит из-под контроля, безусловно, это скоропомощное состояние, здесь нужно незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи. Но если мы все начнем вызывать бригаду скорой помощи, то как раз к тем, кто нуждается в экстренной помощи, скорая просто не доедет, потому что она будет как раз на тех 9 случаях, которые с такой скорой помощи не нуждаются. Уважаемые жители республики, еще раз прошу этому уделить отдельное внимание. Теперь по вакцинированным. Мы продолжаем очень активно наращивать число вакцинированных. На сегодняшний день таких людей у нас 413 369 человек. Ревакцинация растет, 77 630 человек ревакцинировано. Тем не менее, у нас большой остаток вакцины, более 131 тысячи доз, поэтому нужно, конечно же, вакцинироваться. И в заключение по умершим. За сутки умерло 8 человек, среди них, опять же, нет вакцинированных. Снова и снова цифрами, статистикой убеждаю вас в том, что нужно обязательно вакцинироваться. На этом у меня вся информация. Всего вам самого доброго. До следующей встречи. Не болейте, берегите себя.